в Первом городском. За балетом на край света в труппу театра имени Джалиля приехали танцоры из Японии. Русский балет для них сказка, о которой они лишь мечтали. Теперь ребята-солисты Казанского театра. О том, что роднит русский и японский балет, а также что танцоры принесли в казанский коллектив, выяснила наша съемочная группа. В Японии классический балет возник в 1912 году, но страсть к нему появилась гораздо позже. Ее привезла русская балерина Анна Павловна. После ее гастролей в стране резко вырос интерес к хореографическому творчеству, а после здесь и вовсе преподавали советские балетмейстеры. Спустя 100 лет на российскую сцену приехали танцоры из Японии. Только теперь не позаимствовать, а поделиться танцевальным опытом. В творческой труппе театра, оперы и балета более 70 человек. Коя Акава и Мидори Терада выделяются сразу, как на сцене, так и в репетиционном зале. Но восточная внешность не главное отличие. Сосредоточенность, четкость в движениях и отсутствие эмоций на лице. Одним словом, полное погружение в работу, так как требует их менталитет. В Россию ребята приехали 7 лет назад, учились в Московской государственной академии хореографии. И только здесь, по их словам, узнали, что такое настоящий балет. В Японии нет хорошего педагоги. Они не говорят, что надо тянуть подъем, надо бивать. Когда я в Москве первый раз танцевала на концерте, педагог мне говорила, для себя надо танцевать, не только для зрителей. Казань японские танцоры посетили это весной, приехали на пробы, сразу полюбили чак-чак и также быстро поразили художественного руководителя театра оперы и балета. Они очень трудолюбивые, безумно трудолюбивые, потому что стоило мне только надо подготовить одну партию. Обычно эту партию готовится, там, я не знаю, длительное время. Я сегодня вечером сказал, утром она всю ночь просидела, значит, просматривала видео, да, и к утру она уже знала весь порядок спектакля. Они, вот такая нация. Коя Акава и Мидори Терада уже играют главные роли в нескольких постановках, но в труппе ведут себя очень скромно. Свои эмоции раскрывают лишь на сцене. При этом сумели завоевать расположение своих коллег. В этом коллективе они новички, но солисты театра признаются, у них уже есть чему поучиться. Когда они начали репетировать, и мы увидели, насколько они работоспособны, и какое у них есть понимание танца и вообще отношение к искусству и к профессии, это, конечно, очень мотивирует тебя тоже. И всегда хорошо, когда перед человеком есть пример хорошего исполнения. В театрах Японии акцент делают на лицо. Мимика – главное оружие актера. В России задействовано все тело. А главное, как подметили сами японские танцоры, здесь играет душа. Выбирать между чем-то не придется. Художественный руководитель, хореограф с удовольствием комбинируют теперь уже 3 культуры – русскую, татарскую, японскую. Мария Воробьева, Максим Малов. Новости на Первом городском.